Здравствуйте, меня зовут Назмбекова Айгерим Сериковна. Я родилась 1 декабря 1992 года в городе Степногорск Акмолинской области в семье военного и учителя химии. В 2007 году по работе отца мы переехали в поселок Осакаровка Каргининской области. Там я закончила школу и поступила в колледж, Каргининский гуманитарный колледж, получила диплом по профессии учитель начальных классов. Далее я обучалась в высшем учебном заведении и получила диплом по специальности педагогика и психология, педагог-психолог. В недавнем времени, в 2021 году, я получила диплом магистра педагогики и психологии, обучалась в Омской академии, в Омской гуманитарной академии. На данный момент работаю в детско-юношеский центр «Жастар» поселка Осакаровка. Это организация дополнительного образования для детей. Там обучаются у нас ребята с 5 до 18 лет, 5 направлений, более 25 кружков, что позволяет современным ребятам с нашего поселка Осакаровки заниматься в различных направлениях, профессионально самоопределяться. Что для нас ценно, что ребята приходят сами по своему желанию, выбирают кружки, кто-то техническое направление, кто-то музыкальное, кто-то театральное, кто-то изучает языки, кто-то посещает спортивные кружки, секции. То есть ребята выбирают, что им по душе. Это им помогает при поступлении в колледж, в университет, при выборе профессии. Например, если у нас ребята занимались в спортивных кружках, далее они поступают на спортивные факультеты, либо если они обучались языкам, то они поступают на переводческое дело. То есть таким образом мы способствуем такому развитию современной молодежи. Очень большое значение в моей жизни имеют книги, чтение книг. Будучи ребенком, очень много времени мы проводили в библиотеке. Даже такое серьезное произведение, как «Путь Абая» Мухтара Әуезова, я впервые прочитала, учась во 2 классе. Конечно, восприятие было детское. Далее я перечитала данное произведение в 7 классе. Это такое произведение, которое охота перечитывать, и постоянно что-то меняется в сознании, постоянно ты рефлексируешь, думаешь о действиях главных героев, думаешь о их мотивах, почему тот или иной герой поступил именно так, а не по-другому. И, конечно, проводишь параллель со своей жизнью. Очень много произведений было прочитано. В данный момент я даже увлекаюсь написанием стихотворений. Одно такое стихотворение я написала к Всемирному дню женщин в науке и презентовала его в городе Астана на форуме, где было более 1000 женщин со всей республики. Если отметить людей, которые поспособствовали формированию моей личности, какого-то конкретного человека я выделить не могу. Но можно отметить родственников. Какого-то отдельного человека я не могу выделить, но можно отметить, выделить родственников с обоих сторон, как со стороны отца, так и со стороны матери. Если со стороны мамы мои родственники достаточно образованы, все имеют степень доктора, либо кандидата в доктора. От них я взяла любовь к обучению, к развитию. А если отметить родственников со стороны отца, то они научили меня быть жизнерадостным, находить положительные моменты в каких-то ситуациях, не унывать, быть, знаете, такой добродушной. Если говорить о ценностях, то, конечно, как педагог, как многодетная мама, у меня 4 детей, я всегда пропагандирую честность, всегда пропагандирую доброту. Честный человек и добрый, я считаю, что он всегда добьется своих целей. Нужно ставить цель, под цели, да, то есть если наши дети, наши ученики, ребята хотят достичь какой-то цели вот здесь и сейчас, такой юношеский максимализм, то сейчас уже я могу сказать, что нужно уметь разбивать цель на несколько кусочков и уже следовать, хвалить себя, радоваться, когда ты достигаешь какие-то промежуточные результаты.